biber var, Çıkar çıkar. domates var, salatalık var ve soğan var tabii ki. Всем привет, друзья! Сегодня у нас выходной день, и пока я готовлю пирожки на заднем фоне, то муж приступил к салату. Сегодня он готовит салат под названием пастуший салат, или салат пастуха называют. Это национальный турецкий салат. Он очень прост в приготовлении, это всего лишь 4 ингредиента. Это у нас лук, зеленый сладкий перец, помидоры и огурцы. Так, муж приступил сначала к луку. Он режет лук на мелкие-мелкие кубики. Посмотрите, режет лук на мелкие кубики. Вот они, наши кубики. Дальше приступает он к зеленому сладкому перцу. Можно брать обыкновенно, но у нас вот такой вот длинный, называется калбибер. Он тоже такой сладкий, зеленый перец, только форма у него необычная. Раньше в Казахстане я такой перец не видела, но здесь кругом везде продается такой перец, поэтому без разницы, можете добавлять обыкновенный зеленый болгарский сладкий перец, либо есть вот светофор перец, да, зеленый, можете его добавить, это не столь принципиально. Ну вот наш перец, так как он у нас такой длинный, муж его просто порубил на кусочки, они такой вот кругленькой формы. Дальше он приступил к огурцам. Посмотрите, сначала таким вот образом он режет огурец, убирает кожуру, так рандомно, не полностью, где-то оставляет, чтобы была вот эта вот зеленая прожилка. Дальше опять-таки режет на мелкие кубики. Называется этот салат пастушьим. Я думаю, видимо, когда-то этот салат был очень популярен у турецких пастухов. И, видимо, так назвали. Очень даже интересно. Смотрите, муж решил вот таким образом резать огурцы, нарезать. Смотрите, такая вот техника. Тоже интересная. Вот, порезали огурцы. Дальше приступает к помидорам. Также режет на мелкие кубики. Сегодня воскресенье, поэтому муж решил мне таким образом помочь, и я заодно решила снять видео. А в целом, в основном готовлю я сама будние дни. Иногда прошу его по выходным баловать салатом, либо завтраком. Порезали наш помидор. Теперь все солим по вкусу, добавляем соль. Дальше добавляем подсолнечное масло. Если у вас дома есть оливковое, можно заменить на оливковое масло. А у нас подсолнечное. Дальше ложкой он такими вот похлопывающими движениями аккуратненько все перемешивает. Посмотрите поближе. Этот салат очень напоминает свежий салат наш, но тем не менее вот именно есть своя изюминка, наверное, в том, что там присутствует зеленый перец, а также в том, что он в очень такой мелкой нарезке. Посмотрите. Вот такой вкуснейший салат у нас получился. Друзья, если понравился рецепт, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять рецепт. До скорой встречи, пока-пока. Salatam hazır, afiyet olsun. Пока-пока. Pakay pakay.